Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствуем вас на нашем ток-шоу, посвященном одной из самых острых и актуальных тем для нашего города – очистные сооружения Камрата, влияние на окружающую среду и здоровье людей. Камрат – это наш дом, и мы, как его жители, не можем оставаться в стороне, когда речь идет о качестве воздуха, воды и земли, на которой мы живем. Все чаще звучат тревожные вопросы. Насколько эффективно работают очистные сооружения нашего города? Как это отражается на здоровье горожан? Особенно для детей и молодежи. И почему в некоторых районах ощущается неприятный запах? И что можно сделать сегодня, чтобы улучшить ситуацию к лучшему? Сегодня у нас в гостях Сергей Анастасов, примар нашего города. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Пашков, руководитель неправительственной организации «Сталкер», гражданский активист. Здравствуйте. Здравствуйте. По видеосвязи с нами будет Владимир Могильда, доктор биологических наук, представитель Института экологии и географии Молдовы, эксперт по сточным водам и состоянию очистных сооружений на юге страны. Также к обсуждению подключится Ион Ионец, доктор наук, конференциар-университар Технического университета Молдовы, город Кишинев. Мы отправили официальный запрос и в Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия в рамках на имя исполняющего обязанности начальника Сергея Болгара с приглашением принять участие в нашей программе. Я должна это озвучить в нашей программе. И в ответ мы получили письменное уведомление. Я хочу вам зачитать, цитирую. Участие представителя Главного управления строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия в рамках запланированного ток-шоу по данной теме, к сожалению, не предоставляется возможным по объективным причинам, связанным с текущей загруженностью специалистов. Но я должна была это зачитать, чтобы это прозвучало у нас в эфире. Кроме того, в нашей студии присутствуют лицеисты, студенты и активная молодежь, которая не безразлична будущее нашего региона. Участники смогут не только слушать наших участников программы, но и задавать свои вопросы нашим гостям. Но прежде чем мы начнем и приступим к обсуждению, я хочу попросить нашего оператора включить репортаж, в котором мы акцентируем внимание на проблеме очистных сооружений Камрата. В ходе передачи мы также затронем и другие важные аспекты, связанные с экологией и здоровьем населения. Смотрим репортаж. Сточные воды – это не просто техническая деталь в жизни города. Это вопрос здоровья людей, экологии и безопасности окружающей среды. В Камрате очистные сооружения были построены еще в прошлом веке и с тех пор практически не обновлялись. Чиновники признают, ремонт обойдется дороже, чем строительство новых. Камрачане живут с этой проблемой уже более 40 лет. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, как это влияет на их здоровье, на качество жизни и есть ли у них надежда на перемены. Влияет на все, и на людей, и на всех окружающих, на детей, на болезни, которые у нас снова появляются. Они должны делать новое очистное сооружение, не начиная только с центра, начиная с каждого частного дома. Ну, во-первых, это влияет на настроение, во-первых, а во-вторых, это также влияет и на здоровье, потому что это запахи идут, мне так кажется, я не эксперт в этом вопросе, но мне кажется, из канализационных каких-то оборудований, и это, конечно же, влияет на наше здоровье. Так у нас весь юг гепатит, весь юг болеет, именно юг. Как живем, форточки не открываем. Приходится закрывать, только запах слышишь, закрываешь. Все. Но влияет на здоровье, как вы считаете? Конечно, влияет, да еще и как. Что чувствуете вы в этом? Аллергия появляется у детей. Ужасный запах, там нельзя ни окна открывать, очень жарко, и это воняет очень сильно. Ощущается, но все равно я думаю, что этот вопрос решается, и они будут решать, и это все-таки уходит. Кто решает? Ну, примария, да. Сколько лет?
Ну, уже есть, уже года 4 уже есть, наверное, я думаю. Я на такое не попадал еще. Вроде нормально, по сравнению с чем было раньше, сейчас тут вообще другой этот. Особенно возле там, где заправка, там очень сильно воняет и даже не спасает ничего. Без стоков очистные сооружения не работают, а они у нас были забиты в течение 10 или 15 лет, то есть практически они не работали. И сюда практически ничего не попадало. Но и кроме этого мы должны собирать стоки из города. Как попадают микробы в водопроводные сети? Может быть где-то прорыв. Вот когда делают этот прорыв, устраняют, должны в обязательном порядке этот участок продезинфицировать. Но то, что очистные сооружения не работают, это да, плохо. Потому что вся вода идет в реку Ялпуг. Очистные сооружения – это не просто трубы и насосы. Это щит, охраняющий здоровье будущих поколений. Останется ли Камрад безопасным, пригодным для жизни городом, зависит от решений, которые принимаются уже сегодня. Мы обращаемся к местным и региональным властям с призывом не откладывать решения, от которых зависит экологическая безопасность всего юга Молдовы. Ну что ж, уважаемые участники, вы только что посмотрели сокращенную версию репортажа. Полную, расширенную репортаж можно найти на нашем YouTube-канале, а также на сайте atv.md. Приглашаем всех, кому интересна эта тема, ознакомиться более подробно. Также хочу отметить, что наш материал вызвал большой резонанс. Тема заинтересовала не только местные, но и национальные СМИ. Репортаж был показан на телеканале Молдова УНУ и ряда других национальных и региональных каналов. Многие интернет-порталы также опубликовали его. Особенно приятно, что в социальных сетях видео собрало большое количество просмотров и вызвало активное обсуждение. И это в лишний раз доказывает, что проблема действительно волнует общество. Нас радует такая заинтересованность, и мы благодарим всех, кто подключился к разговору. Ну что ж, теперь можно перейти и к обсуждению темы. Да? Господин примар, начнем с вас. Вы знаете, что в глазах людей все, что делается в городе, и плохое, и хорошее, за все отвечает примар. Да? И виноват всегда тоже примар. Что бы вы могли ответить жителям нашего города, которые уже много лет живут в условиях таких неприятного запаха, и какова реакция местной власти? Я думаю, что в примарию тоже поступали эти жалобы. У нас с 2015 года вступил в должность примара. Значит, проблема была первая не с очистными, а первая, самая главная проблема, которая была в 2015 году, это высокие потери воды, который поступал из Чекмаданского водозабора, это был 73-75% потери воды. Пошли активно строить новые водопроводные сети. Сегодня это меньше 50, поэтому и сохранилась та цена, которая была в единственном городе. 16 плюс, то есть 33 лея у нас вода-канализация. Для сравнения в Аргееве 53 лея. Вы чувствуете разницу? Это все благодаря тому, что было построено более 50 километров новых водопроводных сетей. Это второй вопрос, который возник тогда, это дренажные системы. Мы с вами снимали тогда в районе Московского. Из-за того, что у нас много лет никто не строил канализационные сети, естественно, подвалы от септиков были заполнены не в 3 домах, а в 500 домах. Люди закрывали практически тогда дороги, и проблема с дренажными системами тоже решена. Сегодня в этих районах все подвалы сухие. Впервые люди могут войти дальше. Перешли. Это за Ялпугом, да? Нет, это в районе Московской. Да, снимали даже средства, тогда вся страна. Немного забыли, слава богу, эту проблему, потому что она решена. Следующая проблема, которая у нас тоже была на повестке дня, это, конечно же, канализационные сети. И в первую очередь это дренаж, это коллектора в центре нашего города. Если вы помните запах, тот, который был в 2015 году, и сегодня это просто огромная разница. Да, и отмечали об этом наши жители. Нам повезло то, что запах дошел до 2-3 этажа исполнительного комитета. Потому что деньги находятся не на местном уровне, они находятся на региональном и на республиканском уровне. Проблема находится на местном уровне. И нам тогда повезло, тогда пошло первое выделение средств. И были построены 2 коллектора. Это начиная с геофизики и до главной насосной станции. Когда мы уже перешли к строительству очистных сооружений,
получилось так, что без стока воды, которая должна поступать из города, они также не могут работать, потому что их заполняемость, то есть работы очистных станций должна быть не менее 50%. Зависит от сточных водов, да? И нам пришлось начинать строить канализационные сети. Покрытие нашего города было 23 или 25%, это как очень мало. Сегодня это процент более 50 построено в районе Танка, новые канализационные сети, в районе Заречья, в районе Геофизика. Это все новые канализационные сети. Сегодня у нас они уже поступают на очистные неработающие сооружения. И сейчас следующий этап, которым мы также занимаемся, Всемирным банком, где мы подписали соглашение. Речь идет о той сумме, которой нет в Приморье, Камрад. Эта сумма может быть только о какой сумме, если там общий проект около 7 миллионов евро. Если в свое время вы помните... Если в Леях это... Это сумма такой, которой нет ни в одной Приморье. И эта работа у нас идет. Немецкая компания, которая выиграла первый этап тендера, сделала обоснование, то есть строительство очистных сооружений, потому что любой европейский проект или Всемирный банк в первую очередь спрашивает обоснование, кто должен подключаться. И тут уже они, получается, не совсем муниципальные очистные сооружения, они будут региональные, потому что нельзя строить очистные только на Камрад. Поэтому тут будут подключены и Кирсово, и другие. Они уже завершили эту работу. Следующая работа, которая проводится по строительству очистных сооружений, это уже конкретная фаза. Тогда уже подходим к тому, что нужно объявлять тендер. Объявлять это не Приморье, Камрад, это все через министерство. В какой период этого планируется? Как это Они долго завершили будет первый этап обоснования, и сейчас уже в этом году подходят к уже, потому что идет и проектирование, и строительство. У них немного по-другому делается. Те проекты, которые мы делали, они к ним не подходят. Они делают и проект, свои и проекты по европейским стандартам, поэтому там сумма и большая. Если нам нужно было бы самим построить очистные сооружения, нам хватило бы, к примеру, там 2-3 миллиона евро, то есть не 6-7, но есть другие стандарты, другие технологии. Но мы привыкли лопатой копать, поэтому поэтому получается. Этот вопрос, он из Сороки в том числе вместе с нами, потому что стоки из города в муниципе Сороки текут прямо в Днестр по сей день. А наши стоки текут в Ялпуг и дальше нашего Дунай. города. То есть они меньше наносят вред жителям муниципия Камрад, больше вреда они наносят кирсовчанам, Кангазы и так далее, у которых тоже нет очистных сооружений. И для справок для наших жителей, что у нас 26 населенных пунктов в Гагаузии, никогда не было приоритетом строительства очистных сооружений. Наоборот, выгнали, если вы помните, в 10-х годах выгнали тех людей, которые пришли строить в Камраде. Почему так произошло? Потому что политика выше, чем очистные сооружения, поэтому у нас их и нет. И когда особенно читаю какие-то посты представителей исполнительного комитета или края мечты, меня, конечно же, это очень сильно разочаровывает. Это люди, которые пришли с проектом «Край мечты». Как может быть край мечты без очистных сооружений? И они даже не начали. Кроме этого, мы не можем получать даже контрибуции. Для того, чтобы мы могли что-то строить, нам нужны контрибуции. Хорошо, и в этом плане тоже. Поэтому процесс строительства очистных сооружений, он продвигается дальше через министерство, все через нашу страну. И те контрибуции 3%, это огромная сумма для нас, они тоже берут на себя. Потому что они понимают, что с исполкома мы эти средства не получим. Сергей Ильич, давайте вернемся к этому моменту. Вот вы чуть-чуть затронули, когда были инвесторы и планировали у нас построить канализацию для всего города. Сергей, наверное, тоже помнит этот момент. Конечно. Да. Что произошло в этот момент? Почему эти инвесторы не построили? Потому что людей подняли, собрали в Доме культуры. Я еще тогда был первый раз советником. Кто? Тогда были региональные власти. Тогда был Михаил Макарович Формузал, и были депутаты парламента. То есть очень много кто собрался тогда, и жители в первую очередь. Почему? Кто были эти инвесторы? Они были румыны, турки, румынская компания. Только по этой причине, что к нам скорее всего, наверное, у нас уже легче. Да, наверное. Это уже как бы проехали, мы проехали это уже все. И нам те люди, которые поднимали... мы бы сегодня имели бы канализацию. Естественно, я тогда был советником, и я голосовал все время за то, что компания пришла и взяла и построила к нам. Я не голосовал, потому что нас сначала примар Дудогу собрал
Мы голосовали, компания нам презентовала все, мы все голосовали. Чуть позже его пригласили в Дом культуры на сход граждан. Тогда были наши активисты, гагаузские непатриоты. И они сказали, ни в коем случае, нам эти отчины не нужны, мы сами построим. Вот до сих пор строят. И нас опять собрали в муниципальный совет, и я голосовал второй раз, чтобы они строили. Большинство советников не голосовало. Ждали. Я добавлю, в тот период была еще одна возможность сделать очистные. Тогда уже исполком под руководством господина Пармузала, тогда кстати, Виталий Иванович Кирчу плотно этим вопросом. Я не помню, какой международный банк, но готов был тогда, по-моему, около 10 миллионов евро выделить. 28 миллионов. Ну, помню, что нет, да, какой-то, по-моему, около 10. Но сам факт, что уже в тот момент комрадские власти не захотели, потому что, опять же, конфликт был с исполкомом. Вот это вот, в общем, политика выше, чем очистные. Чем люди, правильно сказал Сергей. А в итоге виноват примар. Ну, примар всегда виноват, что не знаете. Вы когда идете на должность примара, вы уже должны знать. Я готов быть виноватым, главное, чтобы строить очистные. Должность примара, вам придет спонсор или донор, какой-то предложит деньги, и вы откажетесь, потому что вам не понравится, как он выглядит, или кто вам подошел, тогда я буду виноват, но я не отказываюсь. Все, кто к нам приходит из проекта, из Европейского Союза, здесь к нам приезжает президент Комрад, я ее встречаю, хотя никто не хочет встречать. Я встречаю Владимира Болю, который приехал к нам тоже с очистными, если вы помните, к сожалению, средства массовой информации не показали в негативном плане тех, кто с рупором выгонял Владимира Болю, так же, как и выгоняли 10 лет назад тех, кто приехал к нам строить очистные. Но недавно это было, это буквально в этом году было. В этом году было. Но мы не увидели врага гагаузского народа, который в руках с рупором выгнал человека, который к нам пришел строить очистные сооружения. Опять политика? Да, опять политика, а отсутствие действий средств массовой информации. Его нужно было выставить в качестве вредителя общества. Вот и все. Нельзя так... Средствами массовой информации нужно работать, господин Примар. Нужно работать, а не те, которые... Такие моменты нужно ловить сразу. Господин Пашков, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, что говорили наши жители в репортаже. Если можете сначала комментируйте. Вы помните, да, одни считают, что городу нужны новые очистные сооружения, другие возмущались, что неприятные запахи. Вот ваше объективное мнение по данной ситуации. Все же связаны одним моментом, что нужны городу очистные. Эксперты сказали, что дешевле построить новые, чем реконструировать старые, но, наверное, это правильно. Я знаю, я просто действительно знаю, сколько лет город старается решить эту проблему. И до Сергея Ильича, его Сергей Ильич уже сколько лет бьется, потому что с его самого первого срока, он буквально пару месяцев как был примар, и мы с ним выезжали в Кишинев, где встречались неоднократно, причем с разными людьми, как раз по решению этого вопроса. То есть этим вопросом было занято сразу с 2015 года. То есть мы выезжали, я помню, да, в управление регионального развития, мы встречались тогда с руководителем, тогда был, по-моему, господин Усатый. То есть мы ездили, встречались и в посольствах были, и записывались разные программы международные. Да. То есть Сергей Ильич, ну, я за него сейчас, если раз в студии, скажу, что все вот эти годы он занимается этим вопросом очень плотно. При том, что, вы знаете, достаточно высокая репутация у Комрадской примарии международных доноров. То есть нет никаких скандалов, все всегда реализуется прозрачно, транспарентно. И, как говорится, во благо. Люди говорят все правильно, потому что отсутствие очистных, вы представляете, какие объемы даже бытовой химии выливаются в течение суток в почву. Почва – это родники. Уже представляем, послушаем сейчас экспертов. Это почва, это все воды подземные, это все наши фрукты, овощи, это пшеница, это все у нас заражено. Потом это испарение, да, то есть мы дышим этим, мы это кушаем, мы поэтому ходим, мы живем, грубо говоря, в такой некой отравленной оболочке. Поэтому господин примар и старается решить этот вопрос, потому что он реально очень такой значимый, но при этом очень дорогостоящий. Понятно, что дорогостоящий. К сожалению, ни одна примария не может решить этот вопрос за свои средства. И, к сожалению, тут хоть пытаются поэтапно, хоть разбивают эти огромные суммы на чуть меньше, находят доноры. Добавлю только к этому. Я всегда понимаю так, что пришел примар, сколько он вложил в решение этой проблемы. Я так скажу, что с 2015 года по сей день было вложено более 150 миллионов лей. Это замена трубопроводных сетей, это
канализация 3 районов, это 2 коллектора. А сколько было вложено с 2000 года до этого? А не лучше ли взять, вот построить новые, вложить, что вложить? Только очистные сооружения, я вам рассказываю про потери воды. Да. Если говорим только об очистных сооружениях, то мы давно бы их построили уже. Но мы не могли бы людей оставить без воды. Мы не могли бы дренажные системы не строить. Мы взяли самые... Потому что эти проблемы, они не возникли за 1 год. Конечно. Они возникли в течение уже 20 лет. И тут не только вина. Там, мы в репортаже сказали, в прошлом веке... Местные органы власти меньше всего здесь были виноваты, потому что нет таких средств местных органов власти. Это региональные власти и республиканские. Это там, где аккумулированы средства. Никто не знает, что если взять общий бюджет Республики Молдова, всего 15-18% средств находится на местном уровне. Все остальные средства находятся на региональном и республиканском уровне. Бюджет Гагаузии 1,5 миллиарда, бюджет муниципия 150 миллионов. Население у нас почти 20%. То есть даже на душу населения у нас в 2 раза меньше средств, чем в бюджете автономии. Но вы же, как примар, насколько мне помнится, с 2015 года были в хороших отношениях с региональной властью. Ну и поэтому и построились коллектора, построились, я же вам перечислил строительство на более 150 миллионов лей. Поэтому сейчас мы не с кем просто сегодня говорить, например, в исполнительном комитете. Быть в нормальных отношениях. У нас есть бумага. Вот с бумагой и говорим, мы покажем потом. Первый вопрос задать, а сколько, давайте рассматривать. Мы пригласили, они должны были принять участие. Не надо только Камрат рассматривать. Мы живем в Гагаузии, то у нас как что-то нужно поменять. Давайте поменяем сначала в Камрате, к примеру, там улицу или там что-то. Либо построим сначала очистные в Камрате. Мы что, делаем показ в Камрате? Что? У нас есть Гагаузия. 26 населенных пунктов. Сергей Ильич, Камрат – это столица автономии. Это столица автономии и не имеет очистные сооружения. Это дает право. Дает право, чтобы Чедерлунги не работали. Мы не против, чтобы Чедерлунги тоже работали. Знаете, Елизавета, опять же, взять в нормально развитых странах город, вот столица, тем более столица, где есть крупный бизнес, крупные предприниматели, они стараются помогать развитию города или в решении каких-то проблем. Не как у нас вот эти производства, которые сливают эти очистные. Без фильтров, без ничего. Но было ужас. Я хочу сказать, я помню те моменты, когда наш отец нации, заседающий сейчас, когда он сливал по Третьякова, вот эти потоки по центральной улице, потоки желтой ядовитой жидкостью. И запах был. О чем мы говорим? На весь город. В прошлом это было, да. Это было. Кстати, была работа примара, на кого из-за этого открыли и уголовные дела, и в коррупцию. То есть мы боролись с тем, чтобы больше не сливали, а на нас писали во все структуры инстанции. Нелегкий труд был остановить это. Слава Богу, остановили, больше никто ничего не сливает. Куда сливать нас уже меньше всего интересует, но в город Елпук больше не попадает. И вот сейчас я понимаю, что опять это политический вопрос. Иногда мне кажется, что политикам просто интересно манипулировать этими очистными сооружениями. Может, это просто отсутствие ответственности? Может быть и отсутствие... Я думаю, что требования очистных сооружений адресовать надо не на местный уровень, а на региональный. Надо вещи назвать именами. Если вы будете требовать у примара... это все вместе, понимаете? Все вместе, само собой. Но именно если вы будете требовать у примара, к примеру, Кангаза, либо Кирсова очистные сооружения, то вы даром будете требовать. Это нужно требовать у региональных властей, у которых... Недаром, Сергей Ильич, недаром, потому что мы журналисты, мы акцентируем внимание на проблеме. Примар требует дальше, вы просто должны совместно все работать и решить вопрос для жителей нашего города. Давайте потребуем, у нее в бюджете, наверное, 100 тысяч лей, а очистные стоят минимум там, 1 миллион евро. Какой смысл требовать, если оно не соответствует даже суммам? Давайте требовать там, где мы должны требовать. Региональные власти выбирают, люди для этого выбирают, чтобы вы дальше... чтобы мы же не бандиты. Бандит только может потребовать то, чего ты не можешь дать. Надо вещи называть именами. Если средства аккумулированы, 1,5 миллиарда бюджет у нас, по-моему, региональный. Да, мы... Не примари Кирсова. Давайте дальше идем дальше, то вопросов много, смотрю, время идет очень быстро. Сергей Ильич, скажите, пожалуйста, вот, как вы оцениваете вот, значение качественной очистки сточных вод для города? Вы в интервью, мне помнится, затронули эту тему и немножко рассказали, вот ваше видение, как это, и чем грозит городу и его жителям ситуация, при которой сточные воды вот, не очищаются. Они же
фактически у нас не очищаются, да? Просто так же и попадают сразу в реку Ялпуг. Очень хороший вопрос. Фактически они не очищаются уже лет 30-40, если лет назад мы купались в русле реки Ялпуг. Да, я соглашусь с И вами. вода была, после этого ковровая фабрика заработала, она начала, то есть, пачкать само русло, потому что канализационных сетей у нас так по городу особо не было. И дальше уже у нас практически вдоль русла реки Ялпуг, там даже эти моллюски не росли, то есть не размножались. Но в последнее время до очистных сооружений там уже эта живность появилась. То есть нельзя сказать, что русло реки до очистных сооружений, она в таком же состоянии, как было. Разница очень большая. И деревья были высажены, но это огромный труд. Это все уровни власти, жители вместе должны заняться именно центром вот этим нашего города. У нас в первую очередь высаживание деревьев. Вот это все связано. Это Благоустройство. Это не только даже те камыши, которые от природы растут, они не просто растут, они растут для того, чтобы очистить ту грязь, которая сливается. Тут важность, это, думаю, что номер один вопрос должен быть на всех уровнях. И Республики Молдова, и в регионе. Регион так легко говорит, идите к примару, зная, что в местном уровне средств на это нет. И вот эта отправка в сторону адресования, это, во-первых, наглость. Я так считаю, это сверхнаглость. И доводить до людей, до жителей о том, что примар Кирсова или Кангаза, Камрата, он должен построить. Деньги у нас, а проблема ваша, думайте сами. Тогда вы нам для чего? Вы нам не для чего. Это региональный проект. Он не может, как сегодня, очищать воды только Камрата. И Кирсова, и Кангас может подключиться. Общая проблема. Это региональный проект, поэтому не нужно сегодня, как его... Тем более я, как примар, говорю о том, что нами было сделано. Если бы я сказал бы, что мы ничего не сделали, то вы могли бы и меня тоже обвинить в бездействии. Но, извините за выражение, 73% потери воды, 50 километров водопровода, это не 3 километра. Вы имеете сегодня воду такую же, по такой же цене, как в 2016 году, то есть в 2010 году. А все подорожало вокруг. Если мы ничего не делали бы, наверное, цена на воду была бы уже 50 лей. У нас пока 33. Не планируется цена на воду? Пока нет. Мы пока еще будем устанавливать солнечные панели и так далее. То есть мы работаем, не стоим на месте. А сейчас я предлагаю подключиться к нашей беседе доктору биологических наук, представителю Института экологии и географии Молдовы, эксперту по сточным водам и состоянию очистных сооружений на юге страны Владимиру Могильда. Поговорим о том, как в идеале должна происходить очистка сточных вод и чем грозит нарушение этого процесса. Как для экологии в целом, так и для состояния рек и озер на юге Молдовы. Смотрим интервью. Все вопросы, касающиеся загрязнения водных ресурсов, оно очень хорошо видно на примере гидрографических бассейнов. И южный регион, он как раз и как бы распространяется на 4 гидрографических районах. Это район, это реки, которые протекают в реку Днестр, это реки, протекающие в реку Прут, реки, которые протекают в Дунае и непосредственно в Черное море. Что касается Гагаузии, то она как раз находится на территории гидрографического бассейна реки Ялпуг. Реки смежные, которые как раз все протекают в Дунае. Это очень своеобразный регион. Как вы знаете, вообще юг Молдавии имеет очень большие вопросы, связанные с водой. И ресурсы очень, скажем так, ограниченные. Поэтому и вопросы, когда идет разговор о сбросах неочищенных сточных вод, река Ялпуг не имеет такой возможности, чтобы их разбавить и проводить. Поэтому требования к очистке должны быть очень, или очистка должна быть проводиться на очень высоких, скажем так, градусах, если можно так выразиться. И в связи с этим, к сожалению, мы знаем, что очистные сооружения в Камрате, и не только в Камрате, и в Шадерлунге, и в других городах
южной части, не только Гагаузии, они плохо работают. Сточные воды неочищенные попадают в естественные водоемы, в реку и приводят к сильнейшему загрязнению этих вод. Поэтому данные стоки, попадая в открытые водоемы, очень опасны с микробиологической точки зрения, потому что вот там могут развиваться Escherichia coli, там санитарно-показательная микрофлора, так называемая. С другой стороны, в этих же стоках с ливневыми водами, с дождевыми водами могут попасть и остатки пестицидов, остатки биоцидов, различных фунгицидов, которые используются для обработки растений, для защиты растений. И поэтому, скажем так, с предприятий или с больниц могут попасть различные остатки медикаментов или антибиотиков и так далее. Это очень серьезные вещества, которые могут влиять очень сильно на биоразнообразие этих водоемов. В частности, если там сильно много нутриентов, азота, фосфора, могут возникнуть такой процесс или такое явление, как цветение воды. Вы неоднократно, наверное, видели, кстати, в прошлом году мы отметили это замор рыб в Тараклийском водохранилище, которое очень похоже на Камрадское. И это было связано, естественно, с таким явлением, как цветение воды, то есть обильное развитие водорослей и при высоких температурах не только водорослей, но и микрофлоры. И в таких условиях потребляется весь кислород, и рыба как бы задыхается и погибает. Сейчас не только в водоемах, если говорить о колодцах южного региона, практически нет не найти колодца, где бы, скажем так, концентрация нитратов была бы ниже, чем допустимая концентрация. А допустимая концентрация – это 50 миллиграмм на литр. Вот на позапрошлой неделе мы были в одном селе, не буду называть имя, около 4000 миллиграмм нитратов на литр выявили. Это вот делить на 50, посмотреть, во сколько раз. Анализы проводим в сертифицированных лабораториях, то есть это 100% гарантия, что мы выявляем как раз те концентрации, которые на самом деле. Хочу сразу отметить, что полную версию интервью можно будет посмотреть на нашем сайте atv.md. Приглашаем всех, кого интересует эта тема, ознакомиться поподробнее. А мы продолжим обсуждение и хотим услышать мнение наших участников. Но прежде я хочу подчеркнуть, что мы чуть-чуть поговорили об этом, но еще раз затронем эту тему. Эффективная очистка сточных вод вот невозможно, говорит эксперт, без наличия централизованной канализационной системы. В ответ на полученном нами от исполкома Гагаузии на официальном запросе отмечено следующее. Я просто зачитаю, чтобы наши телезрители тоже услышали этот ответ. Уровень развития централизованных канализационных систем значительно ниже по сравнению с системами водоснабжения. Около 30% населения Гагаузии, это ответ исполкома, около 30, повторюсь, процентов населения Гагаузии частично имеет доступ к централизованным канализационным сетям. Но здесь приводится статистика в некоторых селах, где имеется по 2 километра, по 3 километра, где по 8 километров. Чедерлунга имеет больше всего. Чедерлунга здесь не указывается, больше Камрадский район. Вот я смотрю, Ферапонтьевка 0,24 километра. Это сколько? 240 метров? Ну вот такая вот статистика по Гагаузии. Да? Вы не задавали вопрос, за 2 года сколько было построено региональными властями канализационных сетей в километрах? Вот мы задали вопрос, вот такой ответ получили. 0 километров, а за 10 лет будет тоже 0. Ну, наверное, для политиков это не первоначальная проблема. Но я думаю, что вопрос, который вы должны задавать, сколько вами построено, находясь, невозможно построить Гагаузии за 2, за 4 или за 8.
Шаг за шагом строится канализация. Мы задавали и планирование, и проектирование, и строительство, и капитальный ремонт. Вот они нам ответили, что это в компетенции органов местной публичной власти. Это был первый наш вопрос. Ницца может быть без очистных сооружений канализации, да? Да. И в продолжении нашей беседы я бы хотела еще раз акцентировать внимание, господин примар, по Камрату, да, вот, насколько наше селение обеспечено, централизовано. Центр Камрата мы знаем, что там есть централизованная канализация. В целом по городу. У нас осталось 2 района, которые мы уже проектируем. Это район Туканевска и Заречье, Золотпужи. В остальных районах мы провели канализацию. Поэтому я вам хочу задать вопрос. Приходит чиновник, сколько вы построили? Не может Анастасия либо Дудоглу построить разом все. Каждый год нужно строить. И мне очень интересно, сколько было, если бы, к примеру, строили бы с 2000-х годов, не мешали бы экс-примару, то у нас уже была бы другая ситуация. У нас уже была бы канализация, и мы шаг за шагом шли. Но у нас 176 дорог. Кому мы должны донести эти вопросы, эти проблемы? Кому? Чтобы люди поняли, чтобы куда не мешали. Вы обращаетесь, вы спрашиваете, сколько вами построено. Вот вы уже 2 года во власти здесь, у вас 1,5 миллиарда бюджет. Сколько вы инвестировали в эти? Это наши налоги. Мне интересно, сколько из этих налогов было инвестировано в решение самой важной проблемы. Если они отправляют на местные органы власти, это отмазка. Я еще раз привожу пример, что у нас есть примари, которые даже насос не могут себе позволить купить, потому что исполнительная власть буквально 300 тысяч дает на капитальное развитие села, там, где проживает 5000 человек. Тогда, когда один депутат получает ту же сумму. Почему? В виде заработной платы годовой. Почему так происходит? Потому что задавать надо правильные вопросы. И нужно это активно выставлять, показывать. Сергей Пока я вижу, виноваты во всем только местные органы власти. Исполком решил более важную проблему отсутствия парка развлечений. Да, конечно же. Но детям тоже это надо. Конечно. А зачем очистные нам? Зачем очистные детям? Гагаузлет построили. Зачем им здоровье? И каждый день это показываем. Вот у нас есть один проект. Экстремальный аттракцион. Это как в Камрате у нас есть на Туканевский парк мы построили. Можем его показывать. А вам разве не нужны очистные? Канализация. Канализация не видна под землей. Никто ее не видит. Да, но это огромные средства. Это... А вы приблизительно не считали, сколько стоит средств, которые мы вложили в канализационные сети за это время, и сколько стоит Гагаузлет? Я вам скажу так, что мы вложили в 3-4 раза больше средств в канализационные водопроводные сети, нежели стоит сам Гагаузлет. Но он виден, а наша работа вообще не видна. Поэтому никто и не строит политику. Он не строит политику на мнении людей. Вот показали картинку и зачем. Поэтому эта проблема не решается. А мы с вами, средства массовые, жители должны поднимать это изнутри. И реально назвать вещи именами. Вот для этого мы сегодня здесь, в этой студии, для этого мы об этом и говорим. Очень хорошо, Господин Пашков, хочу вас спросить, предпринимала ли ваша организация какие-либо действия по привлечению общественного внимания вот к этой экологической проблеме? Может, у вас были какие-то мероприятия, можете поделиться с нами? У нас конкретно мероприятий по привлечению внимания не было у «Сталкера». «Сталкер» участвовал, представители в тех или иных мероприятиях. Может, по сбору мусора, по посадке помогали примарии в разработке плана ревитализации. Общественные слушания. Где мы могли, мы помогали. К сожалению, «Сталкер» достаточно небольшая организация, поэтому на своем уровне мы чем можем примарии, мы всегда открыты для сотрудничества с местными региональными властями, потому что мы считаем, что если мы можем поменять, конечно, лучше мы должны это делать. Так что так. Да, но проблема огромная, поэтому я думаю, что «Сталкер», наверное, все-таки более плотно займется этим вопросом, потому что экология является одним из наших приоритетных направлений деятельности. Поэтому мы с Сергеем Ильичем, я думаю, что еще вернемся к этому вопросу. Если, опять же, нужна будет помощь, Сергей Ильич так, в принципе, обращается. Митинги, блокировки дорог. Это не наше. Это нужно делать. Так у нас для этого специально обученные патриоты. Да, так появилась объездная дорога, кстати. Это единственные правильные митинги, которые проводились в нашем городе. Там, где было во благо, когда закрывали дорогу по улице Котовского, по улице Ленина. После этого и появилась объездная дорога, потому что фуры проезжали, люди возмутились, они теряли практически свои домовладения. И сегодня митинговать надо не для того, чтобы выгонять тех, кто к нам пришли строить очистные, а наоборот. Почему они к нам не приезжают? Надо приглашать этого
Так всех может, надо организовать митинги? Но они организовываются сегодня край мечты. По этой теме. Край мечты организовывается, чтобы выгнать тех, кто приходит нам строить. Вот для чего организовывается. Сегодня все перемешалось, и в конце, чтобы уже можно было обвинить и примара, почему он не строит. Уже, мне кажется, значение митингов как средство донесения мнения уже немножко, опять же, благодаря вот этим вот всем клоунам, поменялось, к сожалению, в отрицательную сторону. У нас есть еще одно подключение по видеосвязи из Кишинева. С нами на связи Ион Ионец, доктор наук, конференциар, университар Технического университета Молдовы. Господин Ионец расскажет, как в целом обстоят дела с очистными сооружениями по стране, насколько это сложный и затратный процесс проектирования, строительства и дальнейшее обслуживание таких объектов. Смотрим интервью. В Молдове не везде существуют очистные сооружения, будем говорить сразу. Не во всех районных центрах, не во всех сельских населенных пунктах существуют очистные сооружения. И те, которые существуют, они не имеют ту эффективность, которая была предусмотрена при проектировании. Очень многие очистные сооружения не работают, потому что не соблюдается технология. Во-первых. Второе, это они построены достаточно давно. И Комрат, наверное, то же самое, потому что вот очистные сооружения построены еще, наверное, где-то 90-е годы прошлого века или даже еще раньше. Если я могу объяснить, в принципе, что такое очистка сточных вод, как осуществляется и почему бывает, что очистные не работают, потому что не соблюдается иногда данная технология. То есть очистка сточных вод – это достаточно сложный процесс, технологический процесс. Легче, например, очистить питьевую воду из какой-то реки, чем очищать сточные воды от какого-то населенного пункта или города. Пускай будет это большой город, пускай будет маленький город, все равно технология одна и та же. То есть, в принципе, очистка состоит из следующих этапов. Первый – это механическая очистка называется. То есть задерживаются крупные вещества, песок, плавающие вещества. И потом идет в этом же этапе идет осветление. Такие сооружения, как называются стойники, идет осветление сточных вод. Это механическая очистка. Во-первых, это в основном этот этап или эта ступень очистки работает почти везде. Почти везде. Вторая часть или вторая ступень очистки, это называется биологическая очистка сточных вод. То есть это основано на обработке сточных вод при помощи бактерий или микроорганизмов, то есть живые бактерии. И для того, чтобы создать им условия, значит, им, как и людям, нужно воздух и питание, как и нам, всем нужно воздух, питание и вода, так и микроорганизмы. Если мы даем достаточно воздуха, значит, они могут обрабатывать те органические вещества, которые имеются в сточных водах. Потому что без воздуха, например, эти сооружения, которые осуществляются биологической очисткой, называются аэротенки или резервуары с аэрацией. Если мы прекратим, например, аэрацию где-то в течение 4 часов, значит, этот ил называется, или микроорганизмы, они погибают. Восстановление их может тянуться 2-3 месяцев. И поэтому любая остановка аэрации это приводит к гибели бактерий. Например, если у нас, как в сельской местности, очень многие там имеют выгребные ямы. Что такое выгребная яма? Да, имеется водопровод, мы потребляем воду, а сточные воды поступают в выгребную яму. Откуда дальше вода идет? Она просачивается в землю и поступает в подземные источники воды. А потом мы пьем это. И все это приводит к разным заболеваниям населения. Второе государство создает правовую базу. У нас есть нормативные акты, есть строительные нормы правильно по строительству очистных сооружений, есть законодательный орган, постановление правительства, есть постановление Совета Европы по качеству сточных вод, которые должны поступать на очистные сооружения, по качеству сточных вод, которые должны поступать в водоемы. Строить очистные сооружения – это очень дорогое удовольствие. Очень дорого стоит.
Потому что даже взять для самого маленького населенного пункта, который имеет порядка 400 кубов в сутки, да, это вот очистные сооружения со всей инфраструктуры, одно другое там где-то потянет на 8-10 миллионов рублей. Электричество, там насосные станции, дизель-генератор, то есть комплекс это для небольшого сырья, то минимум 10 миллионов рублей, минимум. А чем больше очистные сооружения, тем больше затрат. И, к сожалению, у нас в последнее время, где-то вот в последние 3-4 года у нас нет студентов. Нет студентов, нет желающих по специальности водоснабжения и водоотведения. Нет желающих, потому что все стремятся к другим специальностям. Лучше или легче сидеть за компьютером и делать какие-то работы, чем, например, эксплуатировать очистные сооружения, эксплуатировать, например, водопроводные сети, канализационные сети. Это не престижно, как бы можно говорить, что не престижная работа и малооплаченная работа. И поэтому нет студентов. Я говорю, что нет студентов у нас, мы остались без студентов. А так у нас почти 50 лет мы подготовили студентов по этой специальности. Ну вот в продолжение нашего обсуждения, как отметил эксперт, для самого маленького населенного пункта 10 миллионов евро нужно. Сколько для Камрата нужно денег, чтобы мы построили, то есть город, чтобы имел новые очистные сооружения? Вот этот вопрос я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. И еще один важный вопрос, который хотелось бы с вами обсудить. Почему, вот на ваш взгляд, среди молодежи, вот вы слышали, эксперт об этом говорил, практически нет интереса к этой профессии, связаны с эксплуатацией, с обслуживанием очистных сооружений. С чем это связано? С имиджем профессии или нет, уровень зарплаты ниже? Вот почему молодежь не идет учиться? Во-первых, давайте сначала по затратам. С имиджем, с имиджем? Да. Давайте с имиджем. Во-первых, если оно в Германии или в других местах, там есть желающие работать. Там все современно, все. И зарплата, наверное. Зарплата другая, но у нас, если взять даже наш город, давайте начнем со стоков. У нас, если нет дорог, откуда течет вся грязь? Если есть канализации, нет дорог. Можно после каждого дождя прочищать эти все пустую работу делать. Поэтому тут все важно, и дорога важна, все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Все равно сначала нужно канализацию, а потом дорога. Приоритета должно быть канализация. Это все зависит от того, где находится. Если дорога широкая, то это ошибочное такое понимание, что сначала нужна канализация. Канализация сначала нужна, где дорога узкая, и потом ее невозможно построить. А если дорога, сама улица имеет 20 метров шириной, а дорога 5 метров, так стой слева и справа сколько угодно. Кротами проходить через дорогу, то есть у меня технологии есть. И в разных ситуациях по-разному. Поэтому люди у нас и не хотят работать, потому что нет современных условий. Касаемо первого вопроса, это по важности, по-моему, важность очистных, во-первых, сколько денег надо, если ничего не делать десятилетиями, то очень много денег надо. Даже наши очистные, которые были построены, они были построены в свое время довольно по современным технологиям. Технологии очистных — это что? Вот у нас твердые частицы убирается первый этап, второй этап у нас идет аэрация, есть анаэробные и аэробные, то есть микробы, которые работают в разных вариантах. У нас идет аэробная система, работа очистных сооружений. Запускаются микробы, они съедают все, что есть, и при этом выделяют газ, который можно также использовать. И дальше уже идут микроозера, отстаивается вся это, если утки там плавают, рыба, значит, все очищено хорошо. Если это самая система, да. И если работать каждый год, а у нас с 90-го года из-за того, что давайте цену на воду мы поднимать не будем, пришла новая система демократическая, мы должны гражданам сделать хорошо. Цена должна быть на низком уровне. А то, что нечем покупать, к примеру, систему воздуховодов и так далее, чтобы наши очистные содержать. То есть каждый год вкладывать, об этом никто не подумал. И вот эта медвежья услуга, она привела вот к такому состоянию, что... Кто об этом должен подумать? Тут уже местные власти. Местные органы власти, да. И говорить чаще и больше об этом в СМИ. Конечно. Тут уже не региональные, не высокие. Если есть готовые очистные сооружения, то местные органы власти, вот, к примеру, в Камрате, начиная с 90-х годов, нужно было все, когда уже запущены очистные, там все заржавело, уже понятно, что нужно миллионы. Общая сумма для того, чтобы решить полностью проблему Камрата, я говорю о очистных, говорю о канализации, говорю о многих вещах, это требуется не менее 40 миллионов евро.
из которых уже почти половина нами как бы изыскана, и она уже построена. Значит, но очистные построены, но очистные все равно не работают. Мне кажется, что частично это сложно решить. Не частично, это нужно по-другому никак. Ну, а если мы в 2000 году что-то обновили, потом в 2015 году, то уже устарело. Это что-то новое. Вообще, если появляется новая улица в городе, то делает все на этой улице тот примар, который был на тот момент. Нельзя эту улицу перекинуть на 50 лет другому примару, у которого появились и свои улицы. Также и тут невозможно все решить разом. Это частично делается. Появилась улица, значит, туда проводится канализация, водопровод. Появилось 3 улицы за время примара Анастасова. Он должен сделать 3, а не 90. И, значит, мы строим на 90 улицах, которые мы не должны были строить. При примаре Анастасии появилось, к примеру, 15, 20 или 30 улиц новых. Вот там мы должны, а остальные мы должны содержать и ремонтировать. Этого у нас не случилось, поэтому так запущено это все стало. И тут надо ежегодно вкладывать. Невозможно вложить сразу, даже физически. Если сегодня Приморье Камрад получит 40 миллионов евро, то нам нужно, чтобы их освоить, нужно в любом случае 4-5 лет. То есть не меньше. Поэтому мы каждый год строим. К примеру, геофизика это было у нас там в 1 год, Танк-район другой год, Заречье другой год. Каждый год мы районы меняем, то есть невозможно все сразу. Каждый год. Важно, почему я хочу, чтобы задавали вы, журналисты, вопросы, что вами сделано за 2 года, где вы поменяли, в каком селе. К примеру, при временах тех предыдущих, я помню, что меняли водопроводные сети, новые строили во всех селах. Была программа даже тогда, когда бюджет был всего 400 миллионов. Сегодня 1,5 миллиарда, где строили за 2 года. А денег нет. Ну а где строили? В каком бюджет селе? Есть, а денег И, нет. конечно же, легче всего врачу показать на медсестру. Идите к медсестре, она вас вылечит. Я имею в виду уровне власти. То есть не медсестра должна лечить, а доктор. А доктор у нас сегодня находится на региональном уровне. Медсестра на местном уровне. Там она может только укол поставить. И больше ничего. Все, с этим должно руководить рыба гнет с головы. Голова явно не на местном уровне. Люди должны это понимать. Конечно, и люди должны понимать, потому что у нас как бы большинство, конечно же, понимает, но очень многие, это же проблема примара. Ну, как может примар за 300 тысяч лей, 15 тысяч долларов, имея в бюджете, построить то, что стоит 10 миллионов евро? Это как минимум просто бандитский подход других уровней власти. Кто об этом говорит, у него есть криминальное прошлое. Он не может, нормальный человек, адекватный, направить, зная изначально, что этих возможностей у этого примара нет. Зачем вы направляете туда? Значит, вы укрываете те налоги, которые к вам поступили для решения этих проблем. Своих проблем. Да, не знаю, каких там проблем, но они, по крайней мере, не экологических. Сергей, проблем. ваше мнение по поводу молодежи? Почему нет интереса к этой профессии? Может быть, выступить к примару с инициативой, чтобы они как-то помогали молодежи, направляли на учебу, поддерживали? Такая инициатива тоже может быть, так, Сергей Ильич? Вот мы вам подаем эту инициативу уже в программе. На себя, да, направлять именно специалистов, потому что это же предприятие Приморьи, это Суканал. Вот, смотрите, Елизавета, вот уважаемый эксперт был очень прав, во-первых, в том, что это не престижно сейчас, во-вторых, крайне низкие зарплаты. Я вот, кроме общественной деятельности, работаю сервичил гидрометеорологии Гдестат, да, гидрометеослужба Молдовы. Я хочу сказать, что у нас средняя зарплата наблюдателя, техника 5-5,5 тысяч. 5-5,5 тысяч, кого можно это минимальная зарплата по Молдове. Вот у нас минимум минимальный. При том, что мы были на встречах, вот ездили, где встречалось гражданское общество и с президентом, и со спикером парламента и так далее. Я поднимал этот вопрос. Я говорю, как может быть так, что в стране, где у нас очень большие проблемы с экологией, у нас огромные климатические изменения, опять же разрушительные, да, засухи там и так далее. И те, кто может как-то противодействовать, разрабатывать всякие программы и так далее, они получают меньше всех практически в этой стране. То же самое вот и с тем, кто занимается проблемами гидрологии, потому что гидрология тоже одно из направлений, которым мы занимаемся. Низкие зарплаты, при том, что в стране просто огромные проблемы. Поэтому, кроме популяризации этой профессии, надо поднять ее на какой-то. Я думаю, что поставить достойную зарплату уже больше будет желающих. Потому что молодежь сейчас, кто-то называет меркантильным, но это неправильно, потому что ребята смотрят, как они могут хотя бы для начала себя обеспечить в должном мере.
На 5 тысяч ты себя не обеспечишь. Зарплата от чего зависит? Зарплата зависит от налогов и от экономики. Нет, на цену в первую очередь, из-за цены формируется бюджет. Цены на воду, то есть если, конечно, держать его на очень низком уровне, и тогда, конечно, неоткуда и платить. Сергей Ильич, люди налоги выплачивают. Да, у нас налоги идут в другую статью, а по закону... может быть, неправильно распределяются потом Я думаю, что вообще приоритеты, да, дело тут в приоритетах. Невозможно налоги направить на покупку хлеба или воды. В каждом есть закон. То есть по закону четко есть цена на воду, есть бюджет, формируется это одна из сторон. Мы не можем переправлять сегодня налоги из бюджета примарии, вместо того, чтобы сажать деревья, дороги строить, а мы идем компенсируем. Тогда мы вернемся опять к тому, что было в 90-м году, когда цена была низкая, и мы не ремонтировали очистные сооружения. Хотя они были очень хорошие, современные. Надо было каждый год покупать аэротенки какие-то, что-то каждый год содержать его, чтобы они работали. Вовремя поменять на современную систему. Это тоже делается ежегодно. Для этого нужна цена. То есть не то, что политики. Для этого нужен хороший инвестор с большими деньгами. И цена у инвестора будет соотносительная. Я хочу сказать, что... Не выгонять инвестора, а привлекать. Инвестор с хорошими условиями, хорошими деньгами не придет туда, где бардак, 100%. Где ОПГ, извините, у власти. Где с мегафонами в руках ходят и выгоняют где делается все, чтобы местный бизнес крупно убегал. Как мы можем привлечь сюда иностранных? Откуда он придется? Пример может сколько угодно создавать площадок, но если региональная власть делает все, что здесь остается регион нестабильности, о каких инвесторах мы говорим? К нам бельгийцы. А здесь уже нужно обратиться к людям, чтобы они на выборах думали, да, хватит продавать за кого голосовать. Наше будущее. Давайте мы сейчас предоставим слово нашей молодой аудитории, которая присутствует здесь у нас в студии. Друзья, если у вас есть вопросы к нашим участникам, примару или представителю НПО, неправительственной организации, пожалуйста, можете их задавать, и мы с удовольствием дадим слово нашим участникам, чтобы они ответили на ваши вопросы. Кто? Самые смелые, ну? Меня зовут Анастасия. Господин примар, существует ли у примарии программа по привлечению молодежи к экологическим проблемам? Например, как очистки рек, сортировка мусора и посадки деревьев? Может, есть волонтерские организации, которые помогают Несколько примарии? программ мы внедрили с 5-й школы Третьякова, потом на Советскую. Дети участники были, они выиграли даже на этом фоне проекта. Мы совместно делаем. Ну и кроме этого у нас организовываем мероприятия. Недавно, если вы видели, с GIZ, в русле реки Алпук очистили полностью, вся молодежь работала, высадка деревьев была. И было приглашение, проект, нас приглашали. Самый удачный был проект, это Заречье, где находится у нас площадка, там высажено около 2 гектаров деревьев. Это волонтерами, да? Волонтерами, да, было высажено около 2 гектаров деревьев, уже деревья имеют, наверное, по 8 метров высотой. Это впервые, когда в русле реки Алпук на Солончаках выросли деревья. Это был такой самый успешный проект, который мы хотим и должны. Я помню, когда вы были у нас в программе, говорили, что планируется база отдыха, да, вдоль реки Ялпук. Этот проект имеет? Идет, обязательно очень. Это у нас после строительства дорог, других, понятно, что очистные мы оставляем на Всемирный банк, там огромные средства, но те проекты, которые позволят нашим жителям зимой и летом, к примеру, заниматься и спортом, это микропруты, это специально отведенные места, мы уже строим первые, уже построили первые колодцы, которые должны выкачивать воду для этих микропрутов. Сейчас работаем над тем, чтобы они работали на солнечных панелях в летний период, чтобы были полностью автономны. И на геомембранах, то есть строятся микропруты для того, чтобы наши молодежь, жители могли отдыхать и использовать, то есть их для купания. Не просто так. Над этим мы работаем. Там можно будет купаться? Обязательно. Для смысла тогда строить, вкладывать средства. Там будет работать автоматическая система, и тем более летом нуждаемся мы в большей части энергии, а летом столько солнца, что энергии с избытком есть. Да. Это работа фильтров, работа насосов, которые идут практически, они будут только автономны. То есть их обслуживание будет занимать небольшие средства. А деревья, которые были посажены, вы чуть-чуть затонули эту тему? Они выросли, и что там? Что за площадка? Там рядом, или парк? Что это будет? Это парковая зона, получается. Рядом у нас площадка была построена. Сейчас, поэтому мы ждали специально 3-4 года увидеть в Солончаках, они как растут. Был завезен чернозем, огромная работа выполнена. Ну и продолжаем дальше. Я знаю, что в исполнительном комитете тоже есть проект сейчас по высадке деревьев. Не знаю, сколько он сможет быть реализован. Но вот Сергей Болгаров, плохо, что здесь с нами нету. Я знаю, что проект через полком
около 2 миллионов рублей на высадку деревьев есть по Гагаузии. Где? По всей Гагаузии, по всей Гагаузии, да? У нас будут леса? Ну, надеемся, да. Надеемся, что будут. Еще есть вопросы, девочки? Меня зовут Юлия. Господин примар, скажите, пожалуйста, есть ли у местной власти планы сотрудничать с учебными заведениями, чтобы заинтересовать молодежь профессиями в сфере экологии и обслуживания очистных сооружений? Да, примерно, что эксперт говорил, заинтересовать молодежь. С учебным заведением университет. Вот высадка даже этих деревьев, везде мы сотрудничали с университетом, у них лаборатория. Университет Камрадский? Да, конечно, да, с ними сотрудничали и сотрудничали с советом старейшин, также они были, но и молодежь, которая была. И в каждом учебном заведении мы тоже построили специальные футбольные поля, которые вокруг тоже высаживаются деревьями, потому что бурьян рос, тот, который как в степи было 200 лет назад в Гагаузии. Наша Гагаузия была степью. И если вы заметили, в каждой школе вы можете увидеть современные футбольные поля, площадки, которые вокруг уже высаживаются деревьями. 6-я школа даже, парковая зона, если вы видели, кто-то из вас участвовал в АКСИС. Это тоже наша работа совместно с представителем 6-й школы. И так в каждой школе, но и сейчас в каждом учебном заведении мы строим колодцы. Потому что очень странно, что в каждом учебном заведении нет просто колодца и извор, откуда вода уходит для технических нужд. А в связи с отсутствием, например, канализационных сетей в нашем городе очень много воды под землей. Практически, если выкапывать Камрад, все качается с водохранилища с Чекмайдана, аккумулируется здесь, половина идет на русло реки, а половина аккумулируется воды. То есть и входит в подвал. Да, и поэтому мы именно занялись этими, то есть проектами, и как микропруты. В каждой школе, вот уже в 5-й школе сейчас должны тоже построить, 6-й же построили колодцы. Это тоже как часть экологических проектов. Потому что мы не говорим, мы сотрудничаем и делаем. Высадка деревьев – это само собой в школьных заведениях. И молодежь надо чаще привлекать. Очень хорошо. Есть еще вопросы? Господин примар, как жители, особенно молодые, могут повлиять на ситуацию с экологией в городе? И готовы ли примария поддержать инициативы, идущие от молодежи? Очень хороший вопрос, как жители могут повлиять. Да. Потому что очень не правильный сорить вопрос. Первое. Первый очень правильно заметил, что у нас в городе, я всегда говорю, что 8600 домовладений. Вот представьте себе, каждое домовладение наводит порядок рядом со своим домовладением. Там бурьян не растет. И высаживает хотя бы 5-6 деревьев. Хотя бы это сколько деревьев? Хотя бы одно дерево. Это сотни тысяч деревьев в нашем городе. Жители высаживают, сотрудничают с нами каждый раз, особенно если вы заметили, в нашем городе благоустроены дворы многоэтажных домов. После того, как мы благоустраиваем дворы многоэтажных домов, жители обязательно требуют у нас деревья. У нас каждый год действует программа, где сама примария покупает 3-4 тысячи саженцев и просто бесплатно раздает жителям. И очень многие жители, я знаю, что и Заречье, и в других местах, они высадили эти деревья рядом и ухаживают. Мы сажали. Да, мы сажали. Эта программа у нас действует, она будет действовать каждый год. Если подключатся все жители нашего города, это 8 тысяч домовладений, то это даже по 4-5 деревьев, это у нас огромное, это 400 тысяч саженцев практически. Пользуясь моментом, и нас можете привлечь. У нас перед студией тоже можно посадить красивое дерево. Деревья мы выдаем без никаких проблем, только нужно заявление и ухаживать будем за ними. В 2015 году в Харькове очень интересную такую тему. В Центральном парке высажены деревья, и каждое дерево высаживала какая-то семья. Табличка с фамилией семьи. Вот эта семья за этими деревьями и ухаживает. Вот она имеет 2-3 дерева своих. Вот она их посадила, она за ними смотрит. Фамилии прямо имена по... Высадить дерево – это равносильно новорожденный ребенок. То есть буквально за ним, если смотреть, мы не будем, то буквально дерево, то есть она не будет расти никогда. Да. То есть она и нужен уход. То есть 10% это высадить дерево, и 90% успеха это за ним следить.
Потому что мы в многих местах высаживали деревья, но у нас овцеводство, другие, они просто их уничтожали. И только там они выросли, где ограждено было. Вот парк Заречье. Отсутствие пастбищ, да. Это тоже отдельная тема. Тоже уже отдельная тема, это да. Ивана Пани тема. Но, Сергей Ильич, надо подсказать ребятам, куда они могут обратиться с инициативой в Приморье, чтобы ее рассмотрели. Видимо, мало, наверное, мы даем информационном таком плане, люди, наверное, многие не знают. Но мы учтем ваши пожелания, обязательно дадим анонс, вы нам поможете тоже. Конечно, обращайтесь. Каждый год Приморье выделяет саженцы для того, чтобы люди могли высаживать рядом своими домовладениями, во дворах, где многоэтажные дома. Это больше будет сделано, нежели сама Приморье сможет высадить. Мы можем год высаживать сама Приморье там 2000 деревьев, но если с жителями вместе, это может исходить из десятки тысяч деревьев, то есть каждый год. Это уже существенно. Насколько подсказывает наш опыт сотрудничества с Приморьей, если у вас есть здравая идея, Приморье всегда пойдет вам навстречу, найдет ресурсы, как вас поддержать. Мы всегда говорим, что на это у нас средств хватает. Поэтому обращайтесь в Приморье. Мы только рады будем. Ну и в завершение нашей дискуссии, время уже эфира наше подходит к концу, последний вопрос ко всем участникам. Если бы у вас была возможность завтра принять одно решение, которое изменит ситуацию с очистными сооружениями и экологией в нашем городе, что бы это было? Пожалуйста, Сергей, давайте. Решение? Да, вот прямо завтра вот есть, вы можете принять решение и построить очистные сооружения в городе. Все, тогда оно будет принято, утопия, да, выделим финансирование. Да, были бы финансы, да? Конечно, все опирается в финансы. Профессионалов, кому делать это, хватает у нас, слава Богу. Сергей Ильич, ваш ответ. Я, во-первых, остановил бы все расходы, которые сегодня у нас связаны с содержанием штатных единиц и так далее. Их вообще нужно сокращать каждым годом. Что я думаю, что наши телезрители тоже не знают элементарных таких именно математических цифр. Если Приморье Камрад не сократило бы в течение 10 лет 83 человека из разных сфер деятельности, то мы сегодня были бы на том же уровне, что в 2014-2015 году. Мы их сократили, поэтому мы имеем 15-20 миллионов, за счет чего мы строим. Вы сократили как? Человек уволился, мы вместо него на пенсию, не брали. Да, на пенсию. Человек уволился по собственной инициативе, а мы вместо него не брали на работу и этим самым сокращали эту единицу. То есть, и высвободили вот эти средства. У нас нет долгов уже. И куда их направили? Направили на средства водопроводных сетей, канализационных сетей, контрибуции, школах, площадки. Направили их на средства дорог. То есть и сегодня нужно пересмотреть любой бюджет, и региональный, и республиканский. Есть средства даже собственные, хотя бы строить каждый год несколько очистных сооружений больших. Ну, кроме этого, и в населенных пунктах, не только в Камрате, да? Ну, конечно. Ну, причем мы решили проблему у нас поднимают только в Камрате, как будто Камрат — это единственный город в Гагаузии. То есть других не существует, как с питомником. Регионального питомника нет, но вот посмотрите, в Камрате говорят, бродячие животные, ну их, наверное, нет других населенных пунктов, поэтому мы всегда должны рассматривать глобальное решение вопроса. Не сидеть и показывать пальцем, то есть это отмазка глаз, знаете, как мы сами ничего не делаем, но вот показываем там, где есть эта проблема. Она везде есть, а если она везде есть, то уже... Проблемы есть везде, и о них надо говорить, и это надо обсуждать и... по мере возможности перенаправить решать. Средства. Прежде чем голосовать в Народном собрании за какие-либо проекты, так в первую очередь должно быть на приоритете очистные. В этом году построили там, в другом здесь. То есть, я же вам задавал вопрос, 2 года где построено? Даже лей не выделено. Не хватает, что в 2019 году у нас было. Если бы только за 2 года. Уже 30 лет Гагаузии мы Если живем, в 2019 году выделялись гордимся. Исполнительным комитетом 100 миллионов на развитие сел и городов. И опять к цифрам возвращаюсь. То буквально в прошлом году или после 10-20. То есть чем больше бюджет, тем меньше урезали. И пальцем показывает на примаров. Это, во-первых, неуважение к собственным жителям. Нельзя так делать. В 2019 году сумма была 100 миллионов. Контрибуции, капинвестиции. С этими средствами можно было что-то делать. Вот у нас коллектора появились эти, потому что мы получали. В этом году, в прошлом, вот как пришел край мечты, мы практически ничего не получили. 2 или 3 миллиона за 3 года. Вы имеете в виду с бюджета Гагаузии? Там наши налоги. Никто же не знает, наших жителей, что 240 миллионов Камрат аккумулирует в бюджете автономии, а назад мы используем только 60-70. То есть 180 миллионов они находятся в бюджете. После этого депутаты думают, как их распределить, куда направить.
Ну, конечно же, на содержание штатных единиц, чтобы больше людей было на митингах. Но это администрации не нужно. Это не подход. Камрад – город большой, здесь много горожан, людей, нужно думать и о младших братьях тоже. Я имею в виду села Гагаузии. Мы готовы, да? Дай Бог, чтобы села получается, что они распределяют и для других. 180 миллионов, если не распределили по селам, мы только бы рады были. Мы понимаем, что эти средства не должны. По-другому мы должны в целом, как Гагаузия, я просто к чему веду сам пример, что за 10 лет было сокращено 83 человека. Уволился, все, мы с этого. Поэтому у нас есть 15. Ровно та сумма есть на развитие. Этого не сделала исполнительная власть. Я не говорю сейчас последние 2 года, ни в коем случае. Это в течение, нужно было делать в течение 15 лет. 30 Зачем нужно было расширять каждый раз? А сегодня люди уже работают, как их можно уборить? Но нельзя уже, как бы нужно искать, хотя бы внести, убрать штатные единицы, которые сегодня не заполнены. Хотя бы их сократить. Каждый год человек уехал. Сокращаем. Без ущемления и прав и интересов тех, которые сегодня работают силовиками. Ну, дармоедов держать дублирующие системы тоже нужно. Нельзя сказать, что дармоедов. В любом случае, какие-то работы они выполняют. Нельзя сказать, что они вообще ничем не занимаются. Это было бы неправильно, как его. Но если человек уехал куда-то, то это должно сокращаться без ущемления. Не надо в замену предлагать автоматом, как у нас делается. Я уезжаю срочно куда-то там на заработки, а вместо меня будет Вася, Петя. А нужен ли этот Вася, Петя там? Ну, это вот уже примария решает. Мы издали распоряжение, Вася уехал, а Петя не приехал. И это нам позволило сократить 83 человека, это 15-20 миллионов рублей. Ну, благодаря чему у нас есть в городе и дороги, и так далее. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время и пришли, и обсудили. Я думаю, что эта тема немаловажная, и это нужно обсуждать. Спасибо хочу сказать всем участникам и молодежи, которые сегодня не остались равнодушны, задали свои вопросы, и за ваши откровенные ответы, и за неравнодушные позиции. Надеемся, что сегодняшний разговор станет толчком к реальным изменениям. На этом мы говорим до свидания, до новых встреч.